экономики и торговли Кыргызстана. Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, позвольте мне от имени моей делегации искренне поблагодарить Пакистан, председателя, за созыв этих своевременных прений, а также поблагодарить всех уважаемых докладчиков за информативные выступления. Кыргызская республика является последовательным сторонником принципов и целей Устава ООН. Мы заявляем о том, что мы неотступно привержены многосторонности и мирному урегулированию споров. Ваше превосходительство, современный глобальный ландшафт отмечен беспрецедентными и взаимосвязанными вызовами. Это и затяжные конфликты, и геополитическое фрагментирование, и транснациональные угрозы, включая изменение климата, терроризм, кибербезопасность. Все эти проблемы требуют коллективных, скоординированных действий под эгидой Совета Безопасности. Являясь краеугольным камнем глобальной архитектуры безопасности, Совет Безопасности должен выполнять свой мандат, содействовать диалогу, сотрудничеству и взаимному доверию между государственными членами. Сила ООН заключается в ее способности унифицировать различные взгляды на благо общих решений во имя мира. Кыргызстан, страна, не имеющая доступа к морю в Центральной Азии, обладает ценным опытом в поддержании стабильности внутри сложной региональной обстановки. Мы выявили инклюзивное управление, межэтническую гармонию и устойчивое развитие как ключевую основу национальной стабильности. Эти принципы направляют нашу внешнюю политику. Она основана на соблюдении уважения друг к другу, невмешательства и мирного урегулирования споров. В этой связи мы считаем многосторонность важным элементом преодоления глобальных вызовов. Ни одно государство в одиночку, вне зависимости от его размера и влияния, не сможет справиться с этими проблемами в одиночку. Поэтому Кыргызстан призывает усилить роль Совета Безопасности в продвижении диалога, сотрудничества, развитии инклюзивных, устойчивых подходов к миростроительству. Предотвращение конфликтов и посредничество – это не абстрактная концепция, но практический инструмент для стабильности. Кыргызстан активно участвует в региональных инициативах Центральной Азии по содействию диалога, налаживанию доверия, поддержанию международного права. Свидетельство тому – это наша приверженность урегулированию граничных вопросов между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Через политическую волю и компромисс мы избежали эскалации, и вместо этого проложили путь к устойчивому развитию. Мы подтверждаем ценность прочного мира для правосудия, равенства, возможностей для каждого. Кыргызстан также сохраняет приверженность повестке Дня женщины, мира и безопасности. Это важно, включать молодежь также в мирные процессы. Каждый голос должен быть услышан. Кроме этого, изменение климата является ускорителем нестабильности, в особенности в Центральной Азии. Поэтому так важно учесть и это измерение. Уважаемые делегаты, Кыргызстан поддерживает расширенный мандат для ООН в сферах превентивной дипломатии, посредничества и миростроительства, в особенности в уязвимых постконфликтных регионах. И в этой связи мы считаем необходимым усилить роль ООН как глобального координатора гуманитарных усилий, нарастить участие малых государств в процессах принятия решений в Совете Безопасности, гарантировать инклюзивность и справедливость международных механизмов урегулирования конфликтов. Также мы поддерживаем инициативы по реформе глобальной системы управления, делая акцент на равное участие и справедливое представительство для всех государств. В завершение, моя страна вновь отмечает свою неотступную приверженность международному праву. Мы поддерживаем добрососедские отношения, межкультурный диалог, коллективные действия, чтобы сдержать транснациональные угрозы. Это и терроризм, и киберугрозы. Только через единство мы сможем гарантировать мирное, справедливое, устойчивое будущее для каждого. Благодарю вас, ваше превосходительство, господин Бакыт Сыдыков, министр экономики